Следующее слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Айтбаеву Ивану Ташемировичу. Уважаемые председательствующие, уважаемые судьи. Гражданин Карабаев обратился с ходатайством в Конституционную палату Верховного Суда о признании частей 3 и 4 статьи 487, частей 2, 3 статьи 488, части 1 статьи 489, частей 3, 4 статьи 491, части 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащими части 2 статьи 16, части 3 статьи 31 и частям 1 и 2 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Автор ходатайства указывает о том, что нарушены нормы, регламентирующие порядок заключения соглашения о признании вины, устанавливают возможность его заключения без согласия потерпевшего, в связи с чем в нарушении конституционных процессуальных прав потерпевшего создают ситуацию превалирования государственных интересов над частными. Кроме этого, указывается на дискриминационный характер положений части 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, как нивелирующих права и интересы несовершеннолетнего, запрещающих заключать процессуальное соглашение о сотрудничестве. Дополнительно поданным ходатайством Карабаев просит признать противоречащими Конституции Кыргызской Республики две нормы. Пункт 1 части 3 статьи 487 и часть 4 статьи 491 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Автор ходатайства также указывает на дискриминационный характер положений названных норм, как нивелирующих права и интересы несовершеннолетнего, запрещающих заключать процессуальное соглашение о признании вины, а также отказаться от такого соглашения. Изучив ходатайство гражданина Карабаева, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выражает следующую позицию. Статья 40 Конституции Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами и международными договорами. В соответствии с указанными положениями Конституции, статья 6 Уголовно-процессуального кодекса определяет защиту личности от преступлений и обеспечение возмещения материального ущерба и морального вреда как форму защиты прав потерпевшего одними из первоочередных задач уголовного судопроизводства. Безусловно, важность гарантии обеспечения конституционного права потерпевшего на судебную защиту, включающую обязанность государства своевременно наделить такое лицо надлежащим процессуальным статусом, обеспечить ему всю полноту процессуальных возможностей для отстаивания своих прав и законных интересов с целью справедливого разрешения уголовного дела, возмещения причиненного ему вреда и наказания виновного. В этой связи небезосновательно мнение о том, что позиция потерпевшего должна быть ключевой при заключении соглашения о признании вины, потому как именно он претерпевает последствия, связанные с совершением преступления, тогда как в случае оставления разрешения данного вопроса на усмотрение государственных органов, приобретающего впоследствии характер торга, он не всегда может быть обусловлен интересами потерпевшего. Вместе с тем, рассмотрев данный вопрос, с другой стороны, критически проанализировав условия, основания, процессуально-правовой механизм и правовые последствия заключения и реализации процессуального соглашения о признании вины, возможно прийти к противоположным выводам. Так, наказание всегда связано с ограничением прав и свобод совершившего преступления лица, причиняющим ему страдания различного характера. Однако причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства не является назначением наказания, что определено частью 2 статьи 9 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Напротив, поэтапно реформируемый уголовный закон демократического государства при установлении наказаний за совершение преступления максимально исходит из принципа гуманизма, преследующего цель назначения наказания исключительно достаточного для исправления и ресоциализации. В данном случае речь идет об объеме наказания. С этой же целью уголовный закон устанавливает массу процессуальных возможностей для смягчения наказания. Следует подчеркнуть, что наказание как мера уголовно-правового характера является мерой государственного принуждения, установленной уголовным законом, назначаемой по приговору суда от имени государства, означающей официальную государственную оценку совершенного преступления, имеющего публичный характер, что указывает на исключительную прерогативу государства определять конкретный вид и размер уголовного наказания. Безусловно, как сказано ранее, обеспечение восстановления прав потерпевшего от преступления является обязанностью государства. При этом данное положение одновременно не должно предполагать наделение потерпевшего правом предопределять пределы возлагаемой на лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству, а в ином случае возможность получения более мягкого наказания ставится в зависимость от позиции потерпевшего. Кроме этого, в данном случае всегда имеется риск злоупотребления правом со стороны потерпевшего, предполагающий умышленное использование рассматриваемого правового средства в противоречии с его социальным назначением или с целью причинить вред личным интересам, создать объективные препятствия для реализации прав
подозреваемого или обвиняемого. Также с учетом того, что реализация конституционного права потерпевшего на судебную защиту обязательно сопряжена с привлечением к ответственности виновного лица, и исходя из сущности юридической ответственности, имеющей своим предназначением наказание виновного, заключение процессуального соглашения о признании вины без согласия потерпевшего не имеет отступлений от основополагающих принципов юридической ответственности. Следует отметить, что одним из приоритетов реформированного уголовного процессуального законодательства стало упрощение и ускорение уголовного судопроизводства при сохранении и усилении общепризнанных международных стандартов и принципов защиты прав человека и гражданина в национальном законодательстве. В свою очередь, институты процессуального соглашения, в том числе соглашения о признании вины, должны стать правовыми стимулами процессуальной экономии, снижения индекса тюремного населения, гуманизации уголовной репрессии и направлены на обеспечение эффективной реализации назначения уголовного судопроизводства. Задача нового уголовно-правового института процессуального соглашения, реконструированного уголовно-процессуального законодательства, заключается в создании новой идеологии уголовной политики, противодействия преступности через компромисс, договор, что должно стать не исключительной, а обычной распространенной формой реализации уголовного преследования по делам публичного обвинения. Помимо прочего, следует отметить вариативный характер положений части 1 статьи 488 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающий право прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины либо его отказе. При этом, с учетом предусмотренного частью 2 статьи 390 Уголовно-процессуального кодекса, право потерпевшего обжаловать судебное решение, следует полагать, что позиция потерпевшего при заключении соглашения о признании вины все же будет приниматься во внимание прокурором. Учитывая изложенное, Генеральная прокуратура считает, что части 3-4 статьи 487, части 2-3 статьи 488, часть 1 статьи 489, части 3-4 статьи 491 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречат положениям Конституции Кыргызской Республики. В части, касающейся оспариваемых положений части 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса, запрещающих заключать процессуальное соглашение о сотрудничестве с несовершеннолетними, отмечаем следующее. Нельзя не согласиться, что всякий вопрос, касающийся ограничения прав и интересов несовершеннолетнего, имеет массу спорных моментов. Одним из таких в данном случае является психологическая сторона процедуры названного соглашения. Это связано с характерными возрастными особенностями субъекта, незрелостью мышления, отсутствием социального опыта, неустойчивостью психики, повышенной внушаемостью и другое. Ввиду указанного, а также в связи с невозможностью исключения риска злоупотребления в отношении несовершеннолетнего со стороны обвинения всегда остается опасность оговора несовершеннолетним соучастников преступления. Вместе с тем, уголовно-процессуальное законодательство содержит комплекс мер, предусматривающих особые гарантии обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, обязанность реализации которых лежит как на представителях стороны обвинения и защиты, так и на суде. При этом обязанность недопущения возможного оговора соучастников преступления лежит на следователе, призванном проверять обоснованность высказанных подозреваемым или обвиняемым показаний. Также не выдерживает критики существующее мнение о том, что при заключении процессуального соглашения о сотрудничестве несовершеннолетний подвергается угрозе личной безопасности со стороны лиц, которых он изобличает. Уголовно-процессуальное законодательство содержит достаточные механизмы для обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетнего, который выразит желание сотрудничать со следствием. Кроме этого, если единственной преградой на пути заключения соглашения о сотрудничестве ставится личная безопасность несовершеннолетнего лица, то она будет под угрозой, и в том числе, если несовершеннолетний будет активно содействовать органам следствия без заключения соглашения. Согласно положениям частей 1 и 2 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами. При этом каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенным законом. Заключение с несовершеннолетним названного соглашения при соблюдении всех предусмотренных действующим законодательством гарантий может не только не нарушить его права, но и позволить выйти из сложившейся ситуации с наименьшими уголовно-правовыми последствиями. В этой связи считаем, что законодательное лишение несовершеннолетнего возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является необоснованным существенным ограничением его прав, что также сужает возможности указанного уголовного правового института в ущерб его целям и предназначению. Учитывая изложенное, Генеральная прокуратура считает, что часть 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречит положениям Конституции.
Кроме этого, Карабаев дополнительно обратился в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики с ходатайством о признании противоречием Конституции Кыргызской Республики пункта 1 части 3 статьи 487 и части 4 статьи 491. Так, пункт 1 части 3 статьи 487 определяет: одно из условий заключения соглашения о признании вины устанавливает, что подозреваемый или обвиняемый должен быть совершеннолетним, осознающим характер и последствия заявленного им ходатайства. Автор ходатайства указывает, что вышеуказанное нарушает право несовершеннолетнего на реализацию возможности на законных основаниях получить не только более мягкое наказание, но и иметь возможность заранее знать, какой вид и размер наказания его ожидает в случае заключения указанного соглашения. Другой оспариваемой нормой, частью 4 статьи 491 Уголовного процессуального кодекса установлено, что в случае возражения обвиняемым соглашения о признании вины судебное заседание подлежит прекращению, а уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке. В этой связи Карабаев указывает о том, что несовершеннолетний наряду с правом заключения соглашения о признании вины имеет также и право на отказ от его заключения, после чего уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке, регламентированным положением 54 Уголовного процессуального кодекса. К особенностям производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних относят его преимущественно охранительную ориентацию, социальную насыщенность, максимальную индивидуализацию процесса в целом. Особый порядок уголовного судопроизводства закреплен и регламентирован главой 54 Уголовного процессуального кодекса. Однако указанное не может и не должно исключать возможность применения в отношении несовершеннолетних субъектов преступления таких дифференцированных форм, как упрощенное и ускоренное производство по уголовным делам. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание ранее приведенные основания, Генеральная прокуратура считает подлежащими удовлетворению требования дополнительного ходатайства Карабаева о признании названных норм Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречащими Конституции. Вот все. Да. Мгм.